Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 16 ноября 2020 года, понедельник. Посмотрим, какой это будет день. Выпадает карта восьмерка чаш. Какие-то перемены нас ждут. Что будет помогать, что будет мешать? Два старших аркана выпадает. Но восьмерка чаш – карта, когда мы останавливаемся, думаем, туда ли мы идем, да, делаем выбор и движемся в нужном каком-то правильном направлении. Здесь ситуация может быть заранее спланированная, обдуманная, да, а может быть и какое-то событие, какие-то люди нас заставят повернуть в другую сторону. Эта карта очень часто показывает на перемены в личной жизни, в работе, на перемены каких-то целей, которые у нас есть. Так как это чаши, все здесь связано с чувствами, с отношениями. Даже если это тема работы, все равно мы как-то здесь очень трудно переживаем эту ситуацию, и, может быть, нам нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к ней. Восьмерка чаш у нас карта, связанная с ограничениями. Знаете, когда вот у нас есть какая-то обязанность, обязательство перед другими людьми, и нам очень-очень трудно его выполнять. И, может быть, приходится даже отказываться от своих каких-то планов, целей, и приходится менять свою жизнь вот кардинально, да, то есть, смотрите, день очень серьезный такой, день, когда какие-то события нас заставляют по-другому смотреть на жизнь. По событиям что здесь может быть? Во-первых, может быть какое-то уединение, да, когда мы решаем какие-то вопросы в одиночку. Здесь может возвращаться что-то из прошлого. Здесь, то есть, это может быть не как в будущее разворот, а разворот в прошлое тоже может быть по этой карте. То есть что-то с прошлым связано, с прошлыми отношениями, с прошлой работой. Может быть, какие-то бумаги, которые мы раньше оформляли, их надо будет заново оформлять, да, или какие-то договоренности обновлять. А также здесь что-то скрыто от нас, мы не до конца еще знаем, что нас ждет в будущем, потому что это только момент перехода такого. А дальше здесь ситуация, связанная с работой, допустим, удаленной, или с работой в изоляции, или вы работаете с людьми, которые вот территориально далеко находятся, вот как-то удаленно, да, здесь все происходит. Вы можете работать ночью здесь. Также эта карта часто говорит о том, что могут быть какие-то ситуации с зависимостями, да. Вот если, допустим, у вас есть любая зависимость, это прекрасный день для того, чтобы от нее отказаться. Да, будет сложно по чашам, но это возможно в этот день. А также здесь еще ситуация, связанная с какими-то усилиями по поводу нового источника дохода, по поводу, может быть, самоопределения в жизни. Хорошее время, когда вы способны адаптироваться к чему-то новому, когда вы способны влиться в новый коллектив, в новую ситуацию. Очень часто это и переезд показывает, да, вот как бы в новом городе адаптируетесь, в новой семье. В общем, все, что у нас здесь меняет нашу жизнь, да, вот этот день будет отражать. Кроме того, здесь ситуации неясностей, то есть когда мы вообще не знаем, правильно ли мы поступаем, правильно ли выбор делаем, когда скрыта какая-то информация, когда нас кто-то сознательно, может быть, обманывает. Здесь еще и новые цели мы ставим, новые планы выбираем. Кто-то может обращаться за помощью к людям, которым мы доверяем, да, это какие-то психологи, либо мы просто идем к своим друзьям советоваться для того, чтобы вот какую-то ситуацию решить. Хорошее время для того, чтобы все-таки принимать какое-то решение, даже если у вас не все к этому готово, даже если есть
ситуация какого-то зависания, да, может быть, прямо сегодня вы не решите какие-то свои вопросы, проблемы, но вот такое состояние внутренней решимости, что я все смогу, все поменяю, все улучшу и сделаю все-таки себя счастливым, вот оно должно быть. Такой вот, знаете, минимум чувств, да, немножко чувства мы должны сегодня ограничивать. А что будет помогать? Вот как раз умеренность, старший аркан. Но умеренность – это карта, знаете, во-первых, поддержки, когда вот есть другие люди, которые могут на нас положительно повлиять, особенно вот в плане чувств, да, поддержать вот именно морально. А также здесь ситуация, когда мы все взвешиваем, все планируем, все рассчитываем, когда мы все, знаете, поровну делим, да, то есть такая ситуация, когда у нас присутствует такое вот состояние, когда мы что-то отдаем, когда мы не жалеем, мы делимся. Может быть, как раз и трудно будет отдать что-то такое, что нам принадлежит, да, ну, мы считаем, что мы к этому привязались как-то, и нужно вот чем-то поделиться с другими людьми. Также здесь и ситуация с судами может быть, какие-то юридические вопросы решаются. И если, допустим, вы сомневались, подавать заявление в суд или нет, вот этот ответ «да». Также здесь неплохо, может быть, было и поехать куда-то, потому что 14-й аркан, он очень часто показывает, знаете, расширение наших возможностей, в том числе и территориально. То есть, может быть, действительно, переезд, он может помочь решить какие-то проблемы. Также здесь не нужно бояться обращаться к людям статусным, к людям, которые имеют ну, какие-то полномочия, да, и помогут вам решить ситуацию. Это юристы, это астрологи, тарологи, это вообще любые люди, которые вот имеют возможности помочь. Так, что еще? Ну, наверное, и все. А теперь, ну и, конечно, оставаться в таком спокойном состоянии, так как это умеренность, да, нужно стараться держать баланс эмоций. А что будет мешать? Колесо фортуны. То есть, когда мы надеемся только на то, что сама жизнь нам даст то, что мы хотим. То есть, когда мы не предпринимаем решительных шагов, когда мы не обращаемся к нужным людям, не решаем свои вопросы, не принимаем решения, да, просто ждем, когда все само собой сложится. Давайте посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, вот как раз десятка чаш, да, прекрасное сочетание. Здесь действительно по судьбе можно встретить человека своей мечты. Для тех, кто в паре, опять же, старший аркан, мир. Ну, примирение это 100%, если вдруг не было у вас точек соприкосновения, не было возможности договориться, простить, вот есть возможность помириться, есть возможность как бы достичь, как бы, чтобы всем было хорошо, да, и одной стороне, и другой. Также по карте мир очень часто идет окончание вообще любого процесса. Если, допустим, вы планировали что-то приобретать, то здесь как раз вот как кульминация, да, то есть сделка завершена, деньги получены или выплачены, в общем, мечта осуществилась, скажем так, если это в деловом плане, да. А если говорить о выборе партнера, да, то вот здесь либо вы почувствуете сегодня, что ваш партнер, он прям вам идеально подходит, это ваша вторая половинка, и не обязательно, что он на вас похож, он просто вас дополняет, у него есть то, чего нет у вас, да, и вы совместно можете многого достичь. И также это может быть какой-то новый период в вашей жизни, может быть, вынуждены вы были как-то менять свою жизнь, да, но здесь все-таки возврата к прошлому уже не будет. Как-то отношения могут выходить на новый уровень, может ребенок рождаться или известие о беременности, может кто-то становиться там бабушками, дедушками. В общем, какие-то изменения в семье, они вот делают ваши отношения совсем другими, переводят их на новый уровень. А также по этой карте здесь официальные какие-то могут быть документы, ну, допустим, получение документы из ЗАГСа, да, получение любых каких-то документов, которые вот ваш статус подтверждают. Для тех, кто в ссоре.
Девятка мечей. Карта говорит о том, что вы слишком много накручиваете, слишком много переживаете. Может быть, нужно просто взять и поговорить. По девятке мечей лучше не думать, а действовать. Что ждет в работе? Те, кто в поиске работы, четверка чаш говорит о том, что здесь ситуация может как-то утомить вас, да, то есть одна работа, вторая, третья, четвертая, и вам кажется уже, что вообще не повезет. Но на самом деле у вас как раз вот в этот день может представиться шанс, который вот послужит как раз вашему прочному такому положению в плане карьеры. Вот посмотрите, может быть, вы совсем даже и не думаете о такой возможности, которая вам предложена будет, да, но для вас вот сейчас самое главное – это опора, финансовая безопасность. Поэтому, возможно, принять какое-то предложение, на которое вы не рассчитывали или к которому не готовы. Четверка чаш у нас все, что связано со взаимоотношениями, все, что связано с недвижимостью, с семьей, может быть, через семью будет передано вам это, да, все, что связано с продуктами питания, какими-то, может быть, ремонтными работами, да, вот в общем, все, что связано у нас с тем, как мы живем, да, то есть самые необходимые какие-то наши потребности, которые вот удовлетворяются для любого человека каждый день, вот это может стать как раз вашей работой сегодня. Вот обратите внимание на вот сферы таких нужд каждодневных. Для тех, кто своим делом зарабатывает, десятка пентаклей. Ну, какая-то перемена здесь тоже, какое-то улучшение, повышение, переход на новый уровень, завершение проекта, признание, да, десятка пентаклей очень хорошая карта, она работает не только для вас лично, но и для коллектива, для сотрудничества и так далее. Десятка пентаклей, когда мы должны действовать строго по инструкции, когда мы должны правильно обращаться с информацией, не пропускать никаких мелочей, чтобы не было ошибок, да. Но, возможно, здесь много придется потрудиться, будет тяжелый день, но и результат будет очень хороший. Вот, либо повышение вам может быть предложено в зарплате, да, или может быть это повышение по службе, но может быть даже не в этот день оно получено, но все закладывается сегодня. Какой-то прям хороший такой рост идет. Или выход из сложной ситуации. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта старшего аркана Иерофант, здесь ситуация такая. Может быть, вы будете налаживать сам процесс, да, может быть, повышать свой авторитет будете сегодня. Здесь вообще решаются вопросы денег, вопросы стабильности вашего бизнеса, а может быть даже какой-то новый источник дохода будет приходить через других лиц. Может быть, как информация, может быть, как партнер у вас новый появляется. Также эта карта очень часто показывает тренера, да, который, ну, допустим, по бизнесу или по финансам. Может быть, вы будете какую-то информацию воспринимать, которая поможет ваш бизнес сделать более стабильным. Так, что еще здесь важно? Важно не отказываться от помощи, от поддержки, от совета. Очень важно совет здесь получить какой-то. Финансы. Для тех, кто на зарплате, девятка чаш. Но здесь просто вы будете очень довольны. Или решите какие-то свои вопросы финансовые. Может быть, ожидаемо, да. То есть вы старались, вы вкладывались и вот получили результат. Так, здесь может быть деньги на какой-то праздник, на какое-то застолье, на какие-то красивые вещи, на что-то приятное можете тратить. Для тех, кто своим делом зарабатывает, туз пентаклей, ну, это уже источник дохода новый, появляется вот в результате каких-то ваших перемен, да, действий в новом направлении. А здесь, конечно, очень хороший в будущем может быть доход. То, что вы сегодня делаете, очень важно. Здоровье.
Это и есть карта у нас здоровья, когда мы должны о нем заботиться. То есть это не просто жизненная сила, которая вот бьет ключом, да, и нам хорошо и здорово, да, а вот именно когда мы должны как-то регулировать процессы дня, да, для того, чтобы здоровыми быть. Тут и выполнять предназначение врача, лечение травами. Здесь может быть помощь какая-то нужна будет от специалистов, диета какая-то специальная. То есть здесь нужно заниматься здоровьем. Также это карта старшего аркана, а это значит, нужно кардинально как-то менять привычки. Привычки в питании, привычки в режиме дня. Итог дня. 8 мечей. Но карта говорит о том, что все-таки, смотрите, 2 восьмерки, да, о том, что события сегодня происходящие, они очень сильно влияют на судьбу, и они являются следствием прошлых наших поступков, да, то есть не можем мы от этого никуда уйти, то есть надо принимать решения новые, надо с финансами заниматься, да, в общем, нужно свою жизнь как-то направлять, контролировать, принимать решения. И здесь мы не можем от этого открутиться, отвертеться, то есть жизнь нас заставляет, держит в рамках. И здесь действительно все, что нам нужно, это осознать, что мы можем поменять здесь жизнь к лучшему. То есть нам может казаться, что ничего сделать нельзя, что все трудно, тяжело, мы находимся в каких-то ограничениях, в зависимости, но это не так. Эта карта вот точно говорит о том, что у нас есть право на свободу какую-то, да. Свобода может быть в обучении, в деятельности, в финансах. Все, что мы здесь можем менять что-то, улучшать что-то, выходить за рамки, за пределы. То есть если в течение дня вы все-таки вот не решились на какие-то изменения, да, не поменяли что-то в своей жизни, то хотя бы вечером нужно подумать, а что я могу сделать для того, чтобы моя жизнь стала лучше, свободней, чтобы я себя выражал так, как я хочу, чтобы у меня была опора в жизни, чтобы я на себя мог опереться. Вот такой день у нас, друзья. Я желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.